В удмуртском селе Канлы Кушнаренковского района праздник. Вновь в дворе местной школы зазвучали звонкие детские голоса. Открылся семейный центр туризма башкирского отделения Русского географического общества. Несколько лет канлинская 8-летняя школа пустовала, здание приходило в упадок, пока его не арендовало башкирское региональное отделение Русского географического общества для создания туристического центра. И вот в Канлах первая смена. Приехали школьники из Демского района столицы, активисты детского эколого-биологического центра «Росток». Детей ждет интересная и насыщенная программа экскурсий по достопримечательностям Кушнаренского района, лекции и обучающие мастер-классы. Хотим посетить музей в селе Кушнаренково. Также хотим посетить поместье Топорнино, которое находится на Девичьей горе. Также внизу горы ведутся археологические раскопки. Приехали археологи из города Уфы, и мы хотим к ним тоже присоединиться, посмотреть, показать ребятам, как это все работает. Мы также хотим посмотреть, подняться на Медвежью гору, где очень много краснокнижных видов, посмотреть, какие именно виды здесь растут, и хотим взять материал для будущих исследовательских работ. Рады тому, как проведут выходные и сами ребята. Сегодня для них устроили настоящий концерт. Выступление местного ансамбля удмуртской песни, артистов продюсерского центра «Росток», веселые конкурсы. Очень много эмоций, все так весело и очень загруженный график, так сказать. Всякие путешествия, и мы звездами любуемся, солнце, дышим свежим воздухом. Хочу обязательно сходить на Медвежью гору, потому что эта мечта у меня была с самого детства. Я хочу посмотреть на редкие виды растений, животных. Еще я всегда мечтала переночевать в палатках, поесть еду на костре, повеселиться. Мне это очень нравится. Очень чистый воздух, свежий, озеро рядом. Я планирую отдыхать, играть и наслаждаться жизнью. Впрочем, праздник понравился не только самим детям, но и жителям деревни Канлы. По словам Фанили Шамсуддиновой, которая когда-то была директором ныне закрытой канлинской школы, давно в селе не было таких ярких событий. Все рады тому, что наконец-то здесь появляется жизнь, бурлит, кипит, опять детские голоса. Сегодня вот соседи рядом со школой, которые живут, говорили, как радостно, что опять детские голоса слышны со двора школы. Эти годы, пока вот школа пустовала, конечно, нам всем было грустно смотреть на нашу родную школу. А сейчас вот есть надежда, что сюда будут приезжать дети. Это же радость, это опять-таки надежды на будущее. И, конечно, наша родная школа еще долгие-долгие годы будет служить людям. Всему этому предшествовала большая и кропотливая работа исполнительной дирекции регионального отделения РГО и волонтеров. Накануне открытия центра прошла его приемка с участием представителей РГО и администрации Кушнаренковского района. Обсуждались вопросы отопления центра в зимний период, он будет работать круглогодично, вопросы его заполнения. Также районная администрация обратилась к РГО с просьбой помочь в развитии внутреннего туризма, в разработке турмаршрутов. По мнению главы администрации Кушнаренковского района Руслана Нургалиева, в этом плане есть много точек соприкосновения. Дальнейшее направление сотрудничества мы видим в каком ключе. Мы здесь в районе будем развивать туризм, привлекать, скажем, жителей нашей республики, жителей России, потому что у нас прекрасные места и много исторических мест. Тем более через наш район проходит и Каретининский тракт. И этот тракт мы тоже так бы совместно с географическим обществом будем его восстанавливать, будем рекламировать, тем самым будем привлекать население нашей республики. Тем более будем вовлекать наших детей, будем проводить экскурсию, и они здесь будут проживать, обучаться, изучать географию, историю. Большую проведенную волонтерами работу отметил председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин. По его мнению, открытие центра позволит поднять на новый уровень не только развитие туризма в районе, но и воспитательную работу среди подрастающего поколения, среди школьников, которые станут основными гостями центра.
Для них будут организованы встречи с активистами Русского географического общества, ведущими учеными, биологами, экологами, историками и краеведами, известными путешественниками и публицистами. Сегодня мы встретились с главой Кушнаренского района, заместителем, начальником управления образования. И я увидел, что это люди, которые болеют не просто вот как чиновники от и до, они душой болеют за то, чтобы здесь возродилась жизнь, чтобы здесь один из таких центров был для отдыха для детей, взрослых, и обещают всемирную поддержку. Исполнительная дирекция Башкирского регионального отделения Русского географического общества и администрация Кушнаренковского района подписали протокол о совместной работе по развитию Центра семейного туризма в Канлах. Я уже 16 месяц в пути. 16 месяцев пути? Да, я в прошлом году проехал Россию, потом Европу. А где останавливаетесь? Марокко, палатка. Палатки чистые. Почему? Люди приглашают добрые, очень много же добрых людей, которые приятно встретить, менять у себя путника. У нас есть такое понятие. Путника накормить, пригласить. Это большое, как говорится, дело вперед. Сколько километров уже прошли? Честно говоря, у меня компьютер сломался в Европе в прошлом году, и я уже перестал ни дней считать, ни километров. Кинопродюсер из Казахстана, а ныне велопутешественник алматинец Талгат Жумабеков встретился на нашем пути по дороге в Аркаим. Это сакральное место привлекает внимание сотен тысяч людей из самых разных уголков планеты. Во время своего длительного путешествия Талгат тоже решил заехать на пару дней сюда. Я много читал об этом месте, много литературы, само собой историческая литература, авторы казахстанские, из Дановича читал вкратце, так скажем. Не мог сюда не заехать. По-любому я должен был заехать для себя, для интереса. Я увлекаюсь историей тюркской историей, историей моего народа, скажем так. Меня это очень интересует. И, само собой, посчитал для себя обязанностью приехать сюда и посмотреть, узнать, что здесь происходит, как. Вот. Что я хотел бы сказать об Аркаиме. Аркаим – это непосредственно связано с нашим народом, скажем так, не казахским, а для меня, например, все тюркоязычные народы – это один народ. Когда-то в свое время были времена, были моменты в истории человечества, в которых в какое-то время нас разделили просто на разные народы. И, как говорят, разделяй, властвуй. Вот. И поэтому это место связано со всем тюркским народом. Аркаим – это укрепленное поселение эпохи Средней бронзы. Оно расположено на возвышенном мысу, образованном слиянием рек Большая Караганка и Утиганка в Кизильском районе Челябинской области. Поселение и прилегающая к нему территория целым комплексом разновременных памятников археологии является природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником, филиалом Ильменского заповедника. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта. Когда произвели раскоп, здесь, естественно, этих стен не было. Они просто копали, и те фундаменты, которые были старые, они на самом деле разрушили. И чтобы воссоздать, как оно было и где какой фундамент был, они скажем, наши археологи же, они именно разложили кирпичи так, как оно было тогда, когда город покинули, его сожгли. Вообще Аркаим, когда уходили Зороастрийцы, они его сожгли. Потому что они верили, как у них бог огня был, и поэтому они город спалили и ушли. И все, что осталось, это осталось он именно в таком состоянии, в котором мы могли видеть. Там два черных пятна, это от колодцев. Здесь печи были, там, видимо, у них как бы отдельно сельхозугодие какое-то было именно под скот, либо еще что-нибудь. И уже выход уже был. Это внешняя стена. Вот мы стоим на внешней стене самого города. Описаний этого удивительного исторического и природного памятника очень много. Однако ни одно, даже самое подробное описание, не передаст величие и красоту здешних мест, их энергетическую мощь.
Уфимец Василий Петровский-Каминский очень хорошо знает эти места. Много раз приезжал на Аркаим, привозил друзей и знакомых. Сейчас мы пройдем на гору, которая называется Гора Любви. Рекомендуется омыть ноги, очистить в этой реке. Это в первую очередь. А когда уже сходишь с реки, уже оттуда, тоже как бы моешь, но здесь есть как бы печать, и родник открывается только тому, кто действительно искренне хотел любви. Там вот будет родник с правой стороны. Он то появляется, то не появляется, но он раскрывается по легенде тому, кто действительно искренне хочет любви. А это уже Белорецкий район нашей республики. Хрустальная гора. Когда-то здесь добывали хрусталь. Его друзы можно найти и по сей день. Какой красавец. Маленький, конечно. Тоже. И таких интересных уголков, по словам Василия Петровского-Каминского, в республике несметное количество. У жителей города Белорецка этот вечер надолго останется в памяти. Выступление известного вокального трио «Премьер», полная лиризма, авторские песни Вероники Муртазиной, зажигательные ритмы группы «Виа Чаппа» собрали на площади перед Дворцом металлургов в центре города и детей, и молодежь, и стариков. Праздничный концерт ко Дню строителя в Белорецк привезла дирекция Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Почему мы здесь? Потому что на сегодняшний день Белорецкий строительный колледж стал филиалом Башкирского архитектурного строительного колледжа. Решили провести День строителя. День строителя не зря. Почему? Потому что мы выпускаем строителей, учим будущих строителей и учим также рабочим профессиям. Мы хотели, чтобы сегодня услышали о нас как о новом колледже, с новым именем, с новым имиджем. До позднего вечера звучала музыка на центральной площади Белорецка. Зрители не хотели расходиться, несмотря на то, что утро следующего дня было рабочим. Завершающим аккордом концерта стало выступление солиста группы «Виа Чаппа» Патрика. Ночи,